با اندیشه شما فعال شدن جامعه شهروندی برای منع تخریب این یا اون بنا نتیجه داد یا نتیجه میدهد؟ Все, что вот касается нашего гражданского общества, к сожалению, опять-таки я возвращаюсь к первому, очень многое цвет нашей культуры, цвет нашего, так сказать, научного сообщества. Еще в 90-е годы очень многие уехали из Душанбе. Большинство, кто-то на север Таджикистана, кто-то в Российскую Федерацию, кто-то на запад уехал. мақоли мардумие дар мо ҳаст. зи кас монад ду се чизе нишона, яке фарзанду боғу хона. умуман хона ва бино барои мардуми мо фақат як девори холӣ ва бомаш нест. ҳамеша он ҷо хотираҳояш ва воқеаву ҳодисаҳо азиз аст барои мо, ё не? дуруд, бо шумо ҳастам Далер Эмомалӣ, журналист, подкастери лоиҳаи Зира Медиа ва ин фасли навбатии подкасти маро бишнав аст. дар фасли дуюми подкасти маро бишнав мо оид ба ҳамдигарфаҳмӣ миёни наслҳои ҷавон ва наслҳои калонсол мутахассиси соҳати гуногун суҳбат хоҳем кард, то ҳамдигарро шунавем ва барои якдигарфаҳмӣ омода бошем. дар ин нашри мо таърихшинос, нафаре ки таърихи Душанберо аз атоя навиштааст ва тасвир кашидааст, нафаре ки инҷо таваллуд шуда ба воя расидааст, ҷаноби Ғафур Шерматов ҳузур дорам ва фаъоли ҷомеаи шаҳрвандӣ низ ҳастанд. мақсади даъвати Шерматов барои мо дар он аст ки мехоҳем аз ишон пурсем ки чаро ҳар бинои кӯҳнаи Душанбе вақте ки вайрон мешавад ӯ хеле бо эҳсосу бо дард мехоҳад дифоъ кунад. барои он ки мо як шаҳри муосир дошта бошем чӣ мушкил аст? агар ҷаноби Шерматов тасмимгиранда ва ё раиси шаҳр мешуданд, барои сохтани шаҳри нави Душанбе ки атрофаш камзамин аст чӣ тасмиму пешниҳодҳое доштанд? ба ин ва дигар суолҳои мо дар нашри навбатии подкасти маро бишнав посух хоҳед гирифт. бори дигар хуш омадед ва суоли аввалини ман ҳамин аст ки чаро вақте ки дар шаҳри Душанбе ин ё он бино вайрон мешавад ё тасмими тахриб кардани бино гирифта мешавад, шумо хеле ба эҳсос бо дард дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар васоити ахбори омад назару андеша медиҳед? Спасибо. Очень хороший вопрос. Я на него с удовольствием отвечу. И, понимаете, история. Вот у нас очень многие игнорируют историю, не понимая ее воспитательного свойства. И, в частности, вот городская история. Почему я так активно борюсь за сохранение старого города? Старый город – это не просто город, это аура, это воспитание, это культура. Вот именно эти старые здания, они воспитывают культуру. Вот, к сожалению, понимаете, Душанбе 90-х, 2000-х годов, его можно сравнить с городом Ленинградом. Почему? Потому что после блокады Ленинграда население всего осталось в Ленинграде 20%. Но остались старые здания, осталась старая культура этих зданий. И эти здания, они, собственно говоря, и воспитали тех вновь прибывших ленинградцев, которые приехали в этот город, он сейчас называется Санкт-Петербург, так и Душанбе. Мы должны оставить эти здания, мы должны их оставить, чтобы молодежь видела и гордилась ими, и молодежь гордится ими. Я очень много общаюсь с молодежью, очень часто выступаю. Я вижу, с какими глазами они слушают меня. Им это очень интересно. И сохранить вот старые здания, допустим, тот же театр Маяковского, это же отдельная история города, это вся история города воплощена в этом была здании. Это здание Центрального комитета Коммунистической партии Таджикистана, президентский дворец в последующем. Это здание городской мэрии и десятки зданий, к сожалению, которых мы не смогли спасти, не смогли отстоять. По моему мнению, вообще-то говоря, центр старый нужно было сохранить и гордиться им. خب سوال بعدی من همین است که یعنی غفور شرمتوف در این سن و سال کاری دیگر ندارد، چون همنسلای شما رو ببینید در این باره تقریبا کسی چیزی نمیگوید، یکون کاری دیگر در مشغول نمیشه، چون ببینید که نتیجه نیست تقریبا. Нет, конечно, у меня дел очень много, я, кроме этого, еще и журналист, и это. Но, понимаете, я родился в этом городе, я дышал воздухом этого города.
Понимаете, для меня этот город родной, вот это все равно, что весь город – это город отца твоего, вот дом отца твоего. Вы понимаете, о чем я говорю, да. И, конечно, я делаю это с большой грустью и радостью. И я не знаю, вот каждое здание для меня – это старого города. Это, знаете, какое-то вот ощущение, я вам не могу даже это передать. Вот когда вы идете по старому городу, вы, наверное, это по себе, театр, опера, балет, старый банк, старые 2 здания возле Академии наук, вы же чувствуете какая-то аура. Гостиница «Вахш», совершенно верно, гостиница «Вахш». Здание Хикмата Юлдашева напротив гостиницы «Вахш». Какая там красота. Понимаете, если человек имеет определенное образование, если он чувствует культуру, если он чувствует свои корни, для него, конечно же, это вот просто песня, это сказка, это наш город. با اندیشه شما فعال شدن جامعه شهروندی برای منع تخریب این یا اون بنا نتیجه داد یا نتیجه میدهد؟ Вы знаете, все, что вот касается нашего гражданского общества, к сожалению, опять-таки я возвращаюсь к первому, очень много цвет нашей культуры, цвет нашего, так сказать, научного сообщества. Еще в 90-е годы очень многие уехали из Душанбе, большинство. Кто-то на север Таджикистана, кто-то в Российскую Федерацию, кто-то на запад уехал. И, конечно, та небольшая прослойка образованных культурных людей, которая еще была воспитана в советские годы, ее не так уж и много осталось. Молодежь, конечно, тоже сейчас поддерживает вот то начинание, которое мы, так сказать, держим и стараемся выдержать защиту старого города. Но очень мало вот таких гражданских активистов, которые понимают суть происходящего. Потому что нельзя просто так взять и перечеркнуть историю. Нельзя было просто так взять и снести театр Маяковского. نتیجه جواب‌ها و نظرهای جامعه شهروندی چی است؟ Вот смотрите, несмотря на то, что если вот в отношении театра, я вот с каждым годом замечаю, что все-таки власти начинают прислушиваться ко мнению гражданского общества, ко мнению городских активистов. Даже вот последние случаи, когда вы знаете, что было решение снести, не решение, а уже было и письмо в Академию наук о том, что предстоит снос здания Дома-музея Садриддина Айни. Вот. И все-таки гражданское общество отстояло. Были направлены письма мэру города, были в социальных сетях протесты выражены против сноса здания. Приведены примеры Ташкента, Самарканда, как там здание, старенький дом Садриддина Айни, его не просто берегут, он находится под защитой государства Узбекистана, и как там относятся к истории таджикской культуры. از تاشکент و ازبکستان گفتید و بالاتر هم تئاتر روسی مایاکوفسکی را یادآور شد. سال 2019 در تاشکент تئاتر الهام تصمیم شد که باید تخریب شود. پیشتر از همه هنرمندان، کارگردانان و اهل زیو نظر و اندیشه بیان کردند و این تئاتر اینجا پایدار ماند. ولی وقتی که تئاتر مایاکوفسکی ما ویران میشد، نه هنرمندا نه کارگردانا به طور عمومی، یعنی عموما اهل زیوی ما خاموشی را انتخاب کردند. برای چی؟ Понимаете? Очень правильный вопрос. Вот все-таки, несмотря на то, что везде сейчас в бизнесе, не в бизнесе, в архитектуре в первую очередь присутствует диктат инвестора, вот в Ташкенте, вот театр Ильхом, его сохранили. Почему? Да просто потому, что и мэр города, и руководство Узбекистана, они понимают, что вот это глухое недовольство, которое возникает из-за того, что сносятся не просто любимые здания, не просто исторические здания, а здания, которые составляют гордость Узбекистана, вот, они понимают это, и
естественно, они сохранили этот театр, и наоборот, это станет, я думаю, в какой-то мере одной из визитных карточек столицы Ташкента, вот, столицы Узбекистана. В отношении театра, конечно, жалко. Мы могли бы сохранить это здание. Ведь театр Маяковского – это не просто, это первое культурное учреждение города. Раз. Это первая радиостанция, это первая библиотека, это первый съезд. Это, в конце концов, вот вы понимаете, вот мы сейчас все время говорим «Саразм», мы должны его сберечь. Аджина ТП, мы должны его сберечь. Мы должны сберечь нашу древнюю историю. Но кто, как не мы, должны позаботиться об истории новейшего времени? Здание, где ровно, почти, практически, значит, уже скоро 100 лет это будет, была провозглашена республика впервые после серии таких древних темных веков, средневековья, когда мы еще после Исмаила Самани мы потеряли свою независимость, мы, таджики, потеряли свою независимость. И в 24 году мы ее обрели, а в 29 году в этом здании была провозглашена республика, Советская Социалистическая Республика. Это наша гордость. И что мы сможем показать нашим детям? Где мы скажем, вот здесь вот выступал, на этой сцене выступал Нусратулло Махсум, Чинор Имомов, Шериншоша Тимур. Это люди, которые отцы-основатели республики. Вот, увы, возобладало мнение, и я был крайне возмущен, когда в Азии Плюс напечатали, и Министерство культуры Таджикистана написало, что это здание не отвечает требованиям современного театра. Но, господа, позвольте, при чем здесь требования к современному театру? Это история, это наша история, и такие здания надо беречь. Во всем мире здания гораздо худшего качества, гораздо вообще непрезентабельные, но если они являются историческими, если они рассказывают об истории города, об истории страны, об истории вообще, они берегутся. برای اهل زیای ما در هم وقت هم خاموش بودن و حالی هم خاموشن. А почему наша интеллигенция ничего не говорит? Тоже сегодня тоже. Вы знаете, если говорить о нашей интеллигенции, конечно, многие люди говорят. Ну, знаете, ведь мало кто слушает их. К сожалению, вот мы сейчас живем на таком переходном этапе. Старая интеллигенция уже уходит, а новая только возрождается. Вот новая молодежь, она возрождается. Я с удовлетворением должен отметить, что молодежь у нас активная. Они это понимают. Вот не понимают это люди моего возраста, понимаете? Вот именно эти люди моего возраста, постсоветского поколения, они уничтожают сейчас наш город. Вот это самое страшное. شما میتونید سه بینای بسیار مهم و تاریخی را در شهر دوشنبه بگویید که الان ما از دست دادیم و ویران شد. Далер, если вы спросите меня, какие здания, я вам скажу все здания. Только мне все здания жалко. 4 здания. Нет, 3. 3, хорошо, 3 здания. Конечно, это дом Дихканина. Дом Дихканина – это первое здание Душанбе. Театр Маяковского. Да, театр Маяковского. Это все равно, что домик Петра I в Санкт-Петербурге. Это все равно, что Белый дом в Вашингтоне. Это все равно, что городская ратуша в Риге. Это все равно, что, знаете, собор Парижской Богоматери в Париже. Вот для нас здание дома Дихканина как раз и являлось тем зданием, которое дало, в котором состоялась государственность Таджикистана. И, конечно, это здание мы были обязаны сохранить. Второе здание – это, конечно, здание президентского дворца. Центральный комитет Коммунистической партии Таджикистана. Это наша история. Вот хотим мы или нет, это наша история. Дом, где когда-то работал Бабуджон Гафуров, дом, где работал Ульджабаев, да, дом Джабор Расулов, Кахор Махкамов,
Рахмон Набиев, туда приезжал Брежнев, туда приезжал Хрущев, там выступали и работали тысячи исторических жителей Таджикистана, понимаете? Ну, нужно было бы сохранить это здание. Я, понимаете, всегда стою на том, что вот такие здания, сделанные из гранита, они должны стоять века. А Сеймаш? Третье, ну, для меня это, конечно, городская мэрия. Очень красивое здание архитектора Покровского. Прекрасное здание. И, знаете, как я радовался, когда в 2004 году, к 80-летию города, была проведена его реконструкция. Приезжали москвичи специально, бывший мэр города вызвал москвичей, московские бригады строительные, реставрационные работы они провели. Как оно красиво смотрелось, вы, наверное, помните. Вот именно эти три здания для меня, конечно, это дух старого города. برای چه عنوان چنین تصمیم‌هایی گرفته می‌شود که باید این یا اون بنا ویران شود و شهر نو در اونجا ساخته شود؟ این پشت این تصمیم و نقشه‌ها چه فایده، چه منفعت‌ها می‌ایستد؟ Вы знаете, вот сейчас я вам скажу одну вещь. Вот в советские годы ой, главный архитектор назначался решением Совета министров. И главный архитектор города Душанбе, то есть это было решение правительства. И он не подчинялся никому, ни городскому горсовету, он не подчинялся никому, никаким инвесторам. Ну, тогда и не было этих инвесторов, все это были государственные программы. Вот. Решение, где и как строить, делалось очень продуманно, делалось очень качественно и делалось так, чтобы не навредить людям. Сейчас, к сожалению, вот в чем отличие? Сейчас идут от частного к общему. То есть от частного, от инвестора к архитектуре дальнейшей. А в советские годы шли наоборот, от общего к частному. Вот в чем отличие, понимаете? А это очень большое. Сейчас, к сожалению, вот смотрите, простой вопрос. Значит, вот строится дом, да, многоэтажка. Вот построили дом, люди заселились. И вдруг рядом строится новое здание, многоэтажка. Закрывает солнце, нету двора, ничего. Вы понимаете? Но зато земля есть. И вот там, где находят землю, они строят. Конечно, посмотрите, вот многие душанбинцы обращаются, жалуются. Это как его? Дома без окон. Внутри нет окон, потому что строят сначала, не планируют, а потом начинают ставить перегородки. И получается, что нету даже в некоторых квартирах окон. Вот так вот у нас даже сейчас дошли. Вот. И самое страшное, что вот я всегда обращаю внимание, дома строятся на близком расстоянии друг к другу. Отсутствуют противопожарные разрывы, строятся, я уже не буду называть фамилии, вы знаете, на западной оконечности города какие здания, это просто ужас. شاید این شهر دوشنبه که شما اینقدر با درد از او دفاع میکنید برای نسل شما عجیب است. خاطره هاش، بیناهای نسل نو میخواد شهر خودش رو داشته باشد، بیناهای نو بسازد، برای خودشون آرزوهای خودشون عملی کنند. Ну, знаете, не только моему поколению это дорого. Вот. Сейчас в большей мере это дорого поколению, молодому поколению. Вот я еще раз хочу сказать. Да, и, конечно, и моему поколению, которое выросло в Душанбе, это очень дорого. Но нас, к сожалению, осталось очень мало. Но, что меня радует, вот подрастает новое поколение молодых людей, девушек, юношей, которым совершенно не безразлична судьба города, его история. Они с удовольствием слушают рассказы, они с удовольствием фотографируются на фоне старых зданий. Они, понимаете, и почему это происходит? Потому что они путешествуют. Они едут в Париж, они едут в Ригу, они едут в Мадрид, они бывают в старых европейских городах, российских городах. Они видят это, они видят, как сохраняется культура, как сохраняется архитектура. Архитектура, вот понимаете, для наших некоторых чиновников это совершенно
непонятная сфера. Они не понимают, что архитектура – это искусство, застывшее в камне. پس کدام نسل این بیناها را ویران میکنند؟ Это сносят люди моего поколения. Это, к сожалению, сносят люди моего поколения, которые, для которых, если сказать помягче, совершенно неважно, историческое здание или нет. Им важно, может быть, знаете, вот здесь преобладают частные интересы. Интересы застройщика, интересы, городские интересы, чтобы пополнить бюджет. И никто совершенно не задумывается вот в этот момент об истории города. Вот я хотел бы вам привести простой пример. Вот Академия наук. Вот старое красивое здание, где, помните, был магазин «Ромашка», «Лакомка». И построили рядом кафетерий, вот этот КФС, как он называется, в центре города, совершенно нарушив тектонику здания. Вот возле Академии наук Таджикистана построено новое кафе. Это трехэтажный дома там есть, да? Да, трехэтажный дом, два дома. Один стоит с левой стороны, другой там с правой. Там живет Фатима Голомова, да? Да. И вот здесь построили вот это вот кафе, которое абсолютно не вписывается в архитектурный комплекс. Ведь когда архитекторы создавали этот комплекс из двух вот этих абсолютно похожих зданий, на этой симметрии они построили в центре Академия наук, а по бокам вот эти два здания красивых, сталинская архитектура еще. Там совершенно не было ни в проекте, нигде этого здания. И нужно было постараться, чтобы вот сейчас, если вы подъедете туда, посмотрите, каким диссонансом смотрится это кафе. در اروپا ما می‌بینیم که پیش بیناهای قدیمی همین خیلی قهوه‌خانه‌های کوچکی ساخته میشه. چی بدی دارد سازن اگر؟ Смотрите, это уличные кафе, которые совершенно не нарушают строй старых зданий. Они как раз-таки расположены внутри старых зданий, понимаете? Внутри старых зданий. А летние кафе, они, выносятся на тротуар, выносятся на бульвар куда-то. И как раз-таки вот эти летние кафе и создают уют, и возвращают в старину. И любому человеку очень приятно будет посидеть в этих кафе. Знаете, я всегда говорю, вот такие кафе нужно новые, современные строить в новом городе. فیلم های مستند می‌بینیم و خودمون اینجا تولد بابا وایرس ایستاده می‌بینیم که دوشنبه نو شده ایستاده است و اکثر بیناهای نو از شیشه هم ساخته میشن و شکل ساختشون هم نمیدونم یک گونه‌ای که آدم خیلی باور نمیکنه برای پایدار ماندنشون. فکر شما چی است با بیناهای نوی که در دوشنبه ساخته میشوند؟ По поводу новых домов. Что я могу сказать? Есть архитектура, очень красивая. Я должен отметить, мне очень нравится здание Кохи-Навруз. Шикарное здание. Здание новой больницы Истеклол. Очень красивое здание. Оно даже немножко пафосное для больницы, но оно очень красивое. Это архитектор Зафар Юсупов. И мне оно очень нравится. Здание нового главпочтамта. Оно, понимаете, его контуры, особенно переднее вынесенное, так сказать, здание напоминает старый главпочтамт. Спасибо Бахрому Назиевичу Юсупову, что он сохранил этот контур и в продолжение уже новой темы эти три высотки. Здание, конечно, президентского дворца. Если выражаться современным языком или языком какого-нибудь, не помню, в каком же это фильме это прозвучало, меня терзает Иван Васильевич меняет профессию, меня терзают смутные сомнения. Я все-таки, знаете, в советские годы работал на производстве, был директором крупного железобетонного завода, главным инженером, директором, и прекрасно знаю, как делается бетон, как формуются изделия железобетонные, как проводились испытания и арматуры, и самого бетона на прочность. Это очень серьезная тема. И, конечно, я очень переживаю, как у нас это делается сейчас, потому что
Я ничего не хочу сказать. Может быть, все делается правильно, может быть, наоборот. Это мне трудно сказать, потому что я уже давно не общаюсь ни с госстандартом, ни с другими испытательными лабораториями. Поэтому качество бетонной смеси и так далее, я вот в этом отношении ничего не могу сказать. Будем надеяться, что эти дома будут прочными. Но единственное, знаете, что я хочу сказать? Вот они же все в основном монолитные дома. Вы же обратили внимание? А срок службы у этих домов 50-60 лет. Они больше стоять не будут. Через 50-60 лет это будет, знаете, это будут токсические отходы. Их нужно будет сносить. Сейчас-то очень легко сносить. Это кирпичные дома, они быстро разбираются, сносятся и так далее. А это железобетон. Это не так просто. И потом, куда будут вывозить эти все остатки? Понимаете? Это станет, вот то, что мы делаем сейчас, это станет огромной, большой проблемой через 60-70 лет, когда все эти постройки, которые сейчас строят многоэтажки, придется сносить. Потому что рано или поздно мы сейчас повторяем путь, пройденный на Западе. Это все было на Западе в 50-е, 60-е годы. Они давно уже отказались от строительства этих высотных домов, потому что сейчас строится экологическое жилье. 5-6 этажей максимум. Езжайте в Германию, поезжайте во Францию, поезжайте, посмотрите. Там никто таких высоток больше уже не строит. Потому что они давно поняли, что это токсические отходы будущего. شما با مثال سه شهر را گفتم، میتونید که از سابق شوروی مونده باشد و تا امروز ویران نشد و الانگار نشد، بیناهای پیشترشون مانده است. Очень интересно то, как сохраняются старые дома. Посмотрите в Риге, посмотрите в Таллине, посмотрите в Тбилиси, посмотрите старые города Германии. Это Гамбург, это Бонн. Далеко ходить не надо. Посмотрите в Ташкенте. Очень много интересных зданий, даже еще старой постройки, которые были построены во времена царской России, они все сохраняются. Самарканд, Бухара. Вот казалось бы, да, мавзолей саманидов. Его никто не перестраивал в течение почти 10-вековой истории. А у нас... Ну вот мавзолей Садриддин Айни, ну зачем нужно было делать новый мавзолей? Вообще, по идее, вот для историков очень важно праздание. То есть вот как его построили, и больше его не перестраивать, оставлять, какое оно было. Только реставрационные работы под контролем соответствующих органов. А у нас привычка все перестраивать, все ломать. Посмотрите, сколько было разрушено мозаики в городе. Ни в одном городе Средней Азии не было столько мозаики, как в нашем прекрасном городе. Кинотеатр Таджикистан. Уничтожение самой большой мозаики в Средней Азии. Для меня это было чудовищно. Для меня это личное горе. خود شما که در شهر دوشنبه تولد شدید و باید رسیدید، برای این شهر، برای پیشرفت این شهر چی کار کردید؟ بخشش اگر سال کمتر سختم باشد. Я действительно родился и вырос в Душанбе. Для меня это родной город. Я здесь, так сказать, закончил 2 высших учебных заведения. Для меня воздух Душанбе – это все. И, конечно, любой человек должен что-то оставить себя, знаете, так, чтобы не только ради того, что вот ради себя ты оставляешь, а ради людей, чтобы это осталось в памяти людей. И в какой-то момент жизни своей я понял, что когда я увидел, что город начинает исчезать на глазах, что нужно что-то сделать, чтобы остался этот город в памяти. Понимаете, я вот часто в своих беседах и с молодежью, и дискуссиях говорю, что никакими реконструкциями, никакими макетами нельзя сохранить старый город. Просто фотографиями. Это все равно, что фотографии умерших людей. И хотя я уже начал понимать, что все равно не спасти очень многие здания. И вот в этот момент, конечно, мне захотелось
отснять это все, сделать фотоальбомы. Ну хотя бы фотоальбомы, хотя бы это останется в памяти людей, последующих поколений, чтобы они могли видеть, какую красоту мы потеряли. Ну вот мы в соавторстве с Лилией Гайсиной выпустили в 2014 году альбом «Душанбе, Сталинабад, Душанбе». Вот. Это работа, которую я очень много фотографий собирал у частных лиц. В архиве республики в 2014 году я очень много работал. Значит, а вот совершенно недавно в издательстве «Азия Плюс» вышел последующий альбом мой. Это называется «Душанбе, Сталинабад, Душанбе». Если первый альбом это был «Как было и как стало», то следующий альбом – это альбом «Хронология». Потому что «Как было и как стало» даже стало уже снесли. Здание нового национального банка, его снесли. И вот много таких зданий, новых практически, которые, ну, еще 50 лет даже не отстояли, а их уже сносят. И вот возвращаясь к этому, конечно, для меня эта работа очень важна, чтобы в последующем историки, а я считаю это фотоисторическими альбомами, им было легко. Они видели, вот каким город был в 20-е годы, каким город был в 30-е годы, какой он был в 40-е годы и в последующие годы, как он изменялся, как менялся ландшафт. Вот это очень важно, чтобы в последующем историки или даже те, кто просто интересуется историей, могли иметь представление о нашем любимом городе. همین خیلی تصور کنیم که تصمیم شهر نو ساختن دست شما میشد. ما در اطراف زمینی کم داریم. یعنی چی کار میکردیم که شهر نو ساخته شود؟ Вы знаете, всегда удивляюсь, когда со мной дискуссия говорят, у нас очень мало земли. Ну хорошо, у нас мало земли. Но ведь по проекту 1983 года, генеральному плану, по генеральному, я немножко больше скажу, чем надо, но я прошу вас, выслушайте меня. По генеральному плану 1983 года город должен был расти в сторону Гисара и в сторону Кафернигана. Вот у нас получается сейчас мы сносим старый город. Вместо того, чтобы, как все нормальные города, которые растут вширь, мы сейчас пожираем старый город. Мы как бы растем не вширь, а внутрь. Почему так происходит? Потому что в центре города земля дорогая, понимаете? И только ради этой дорогой земли, вот опять-таки возвращаюсь, что идет строительство от частного к общему. Вместо того, чтобы было принято волевое, силовое решение мэрии города строить от общего к частному. Что полезно людям, что важно для людей. Вот это не идти на поводу чьих-то частных интересов, а идти на поводу людей. Это важно сейчас. И вот по проекту 1983 года аэропорт должен был уже в 2000 году находиться в Султанабаде. Это по дороге в Яван. Вот там должен был находиться аэропорт. А здесь все было застроено, должно быть, новыми жилищными микрорайонами. Вот аэропорт и вплоть до Кафернигана. И там должна проходить была новая набережная. А это огромный район. Ведь посмотрите, у нас, по сути дела, в городе 70% территории – это кишлаки. Огромные кишлаки. Возьмите поселок Южный. В нем можно разместить 2 старых города. Возьмите Якочинар, возьмите Первый Советский, Второй Советский, возьмите 8 марта, возьмите 9 километр, возьмите по дороге Авул и так далее. Это огромные кишлаки. А мы их не сносим. Мы сносим только те дома, возле которых проходит канализация. Мы сносим только те дома, возле которых проходят электрические кабели, где проходят водопроводы. Да,
инфраструктура – это 60% строительства дома. Никто не хочет в это дело вкладываться. Никто не хочет создавать инфраструктуру. Легче всего прийти, снести старый дом, трехэтажный, заметьте, врезаться в эту канализацию и построить 20-этажный дом. Вы представляете, к чему может привести это? К экологической катастрофе в будущем. خیلی بدرد انجام صحبت ما بود. دوستان عزیز، نشر نوبتی فصل دومی پادکست مرا بشنو بود که در مهمانی ما بودن تاریخ شناس، نفری که در دوشنبه تولد شده به وایه رسیده است و برای نگاه داشتن تاریخ دوشنبه زحمت‌های زیاده کشیده جناب غفور شرمتوف. خوش آمدید یک بار دیگر و در این برابر فعال جامعه شهروندی نیز هستند. این پادکست از جانب ژورنالیستان زیرا مدیا برای شما آماده و پیشنهاد می‌شود. در نشرهای من بعد نیز ما اوید به مشکلات نسل‌ها خواهیم گفت و با متخصصان ساعت گوناگون صحبت خواهیم کرد تا راه حل این پرابلم‌ها رو یک جای بیابیم و یک جای بگوییم. فراموش نکنید که هر هفته روزهای پنجشنبه پادکست ما در پلتفرم‌های زیرا مدیا در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و یوتیوب نشر و پهن می‌شود. ما انتظار فکر و عقیده های شما هستیم. دوشنبه را هر کس در ذهن و تخیل و آرزوهایش دیده ایستاده است و یا دیدن میخواهد. هر گونه ای که از دوشنبه ارزش دوست داشتن دارد. یاد من سرودی پروین شکرالایو میآید که میگه این دوشنبه شهر ما نمیروم هیچ کجا با تو میمانم یک جا همیشه. با شما بودم دلیر ممالی تا نشرهای بعدی. سلامت و خانه آباد باشید.